Добрый вечер, мои любимые спящие террористические ячейки. И доброе утро тем, кто проснется и будет смотреть нас с утра. Сегодня мы собрались опять-таки по довольно тревожным новостям, и я бы даже сказала печальным. И в первую очередь я бы хотела напомнить, что так называемый Следственный комитет объявил причину смерти, ну, понятно, официальную причину смерти Дмитрия Усхопова. На данный момент каратели утверждают, что мужчина погиб от злоупотребления алкоголем, этиловым спиртом и наркотиками. Но почему-то вот, как вы понимаете, шел себе человек домой, шел, а вот смерть почему-то наступила вот участке милиции, да. В этой ситуации, если кто-то злоупотребил алкоголем, его обычно везут в больницу, правильно, а не в участок милиции. Мы все понимаем, что это полный бред, что эта версия не имеет вообще под собой никаких оснований. Мало того, я еще раз хочу напомнить, что 328 статья в Беларуси обязательно должна быть признана политической, и она является народной статьей, потому что именно по этой статье, используя эту статью, кровавый режим пытается скрыть все свои самые гнусные преступления. Это очень важно помнить. И дальше мы, конечно, перейдем к событиям в Казахстане, и я бы хотела все-таки начать с такой легкой доли сарказма. Наконец-то Беларусь дочакалась этого ясного светлого дня. Лукашенко заявил это. Знаете, я так долго ждала этого, но наконец-то он это заявил, там, да? Он сказал, что он любимого не отдает. Правда, он имел в виду, конечно, Казахстан. Казахстан оказался мужского рода, но, тем не менее, ждем мерчи в его магазинах с надписью «Крепкий орешек любимого мужчину не отдаст». Ну и все в таком стиле, да. Как мы видим, Лукашенко стремительно мигрирует в сторону нетрадиционной политической ориентации. И придет время, когда мы все-таки от него избавимся вместе с его дебильными высказываниями и не менее идиотскими мерчами и слоганами. Но смотрите, что сегодня происходит в Казахстане и о чем я хотела с вами поговорить. Во-первых, я бы хотела поговорить про уроки для Беларуси, для белорусского протеста, которые мы должны вынести из событий в Казахстане. Первое и самое главное. Как вы видите, не имеет никакого значения, что делают протестующие. Вы снимаете ботинки и стоите на скамейке. Вы дарите так называемым сотрудникам милиции или боевикам цветочки. Вы поджигаете участки милиции, либо захватываете администрации и исполкомы. Не имеет никакого значения, что вы делаете. Делаете вы это мирно, читаете ли вы стихи Янки Купалы или бьете силовика арматурой, все равно для той стороны вы будете террористами. Это важно себе запомнить и себе куда-нибудь записать. Повторю, попытки быть хорошей девочкой в этой ситуации приводят только к тому, что количество жертв будет больше с нашей стороны. Поэтому учитываем на будущее. Второй очень важный урок для нас – это то, что, знаете, я читала некоторые высказывания, люди говорят, а в Беларуси вот запрещено это делать. Ребята, когда идет такая ситуация, Лукашенко очень прямо сказал, в стране не до законов, но это означает не до законов, в том числе нам. Если кто-то говорит, что, вы знаете, в стране запрещено использование оружия, ну, или там запрещено продавать оружие, так его не надо продавать, его надо забирать. Вы знаете, я хотела бы привести такую довольно странную ситуацию. Бывает, конечно, что к нам обращаются за помощью люди, которых я лично считаю аферистами, и которые пытаются использовать белорусскую революцию, скажем, не в своих каких-то очень определенных целях. Так вот, мне написал один такой вот товарищ, и он пытался меня убедить, что ему нужно помочь купить машину для того, чтобы протаранить белорусскую границу, чтобы он мог, вот, собственно,
этим тараном эту самую машину, собственно, этой самой машиной воспользоваться и пройти границу, да. И когда я его спросила, ну, вы же все равно собираетесь совершать уголовное преступление, это логично, да, таран белорусской государственной границы – это уголовное преступление, ну, как ни крути. Да, оно там совершено с целью спастись, с целью в любом случае как-то там убежать, это все понятно, это я не осуждаю в данной ситуации, скажем так, любого, кто будет пытаться таким образом убежать, да, но тем не менее факт остается фактом. По белорусскому уголовному кодексу это уголовное преступление. И я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, а зачем вам покупать машину, которой вы собираетесь таранить границу, да, когда вы все равно ее будете таранить? Тогда в этой ситуации берите любую ментовскую машину и тараньте, как говорится, границу, и не надо ни за что платить. Да? И было очень заметно, что человек, ну, очевидно, он пытался меня развести, но и было очень заметно, что ему вообще такая логика как-то в голову не приходила. Вы знаете, мы иногда слишком хороши вообще для этого мира и для этой диктатуры. Нам действительно надо как-то от этого избавляться. Я понимаю, что нас всех так воспитывали очень хорошими девочками, нас это вбивали в голову, да, что мы должны быть послушными, покорными, удобными в быту, там как угодно, да, и поэтому даже человек, который аферист, да, пытается развести там на деньги, так или иначе, он ничего другого не придумывает, что ему нужно купить машину, протаранить границу, да, хотя очевидно, вот они УАЗики там или что там, любые ментовские машины, бери и едь, да, в чем там как бы проблема. И таранить легче, и не так жалко, вот, но тем не менее, мы слишком хороши. Это тот урок, который нам нужно извлечь вот из всей вот этой вот ситуации. И повторю, первый урок, что бы мы ни делали, водили хороводы, читали стихи, били кому-то лицо или так далее, все равно это не имеет значения. Но это как раз очень стандартная ситуация для абьюзера, для насильника, для преступника, который на вас нападает. Ему не важно, собственно, что вы делаете. Ему нужно оправдать свои действия. Поэтому думать, что если вы будете идеальны, не будет какого-то повода вас ограбить, убить, изнасиловать или еще что-то, нет. Все это происходит, к сожалению, с нами, потому что преступник это хочет делать. Он хочет отнять наше имущество, он хочет завладеть нашей страной, он хочет изнасиловать, он хочет ограбить, да, а вовсе не потому, что там кто-то шел по улице темной порой или там что-то другое думал. Это очень важно осознавать для того, чтобы менять мышление. А менять мышление нам нужно, потому что, к сожалению, у нас выбор такой. Или мы отдаем кошелек, имущество, жизнь вот просто так, либо мы все-таки что-то делаем с преступниками, которые на сегодняшний день напали на Беларусь и не только на Беларусь. Давайте еще посмотрим на те параллели, которые есть. Да, МВД Казахстана заявили о том, что все протестующие, которые не сдадутся, будут уничтожены. МВД Беларуси, ну так называемое, извините, приходится называть такие, скажем, термины, для меня они не являются, конечно же, милицией, но тем не менее, они себя называют МВД. МВД Беларуси заявила, что все протестующие, которые не сдадутся, будут ликвидированы. Да? Но тут разница в формулировках ликвидации или уничтожения, но суть, я думаю, остается одна и та же. Поэтому получается, что люди, которые борются, ну, у них, собственно, вариантов нет, отступать, как говорится, им некуда. Да? Давайте поговорим еще немножко про мародерство, потому что там кто-то вот тоже видела, довольно активно возмущался, что в Беларуси такого не было, ай-яй-яй, вот какие-то мародеры ограбили бутик в duty-free в аэропорту, вынесли там алкоголь, какой кошмар, какой ужас, все, эта революция сломалась, несите новую, там и так далее, и так далее. Я бы хотела напомнить, что в Беларуси на самом деле в августе 2020 года мародерство было. И организовывал это самое мародерство наш нелюбимый мужчинка из Губопика Карпенков, который со своими бугаями, боевиками, переодетыми в гражданское, громил витрины, в том числе витрины ресторанов, и пытался, собственно, организовать вот это самое мародерство. В Казахстане, по всей видимости, по крайней мере, все на это указывает, произошло то же самое. Почему? Потому что те магазины, которые ограблены, они не принадлежат, собственно, кошелькам, олигархам Казахстана.
по странному такому, знаете, совпадению, именно крупный бизнес, который имеет отношение к Назарбаеву, вообще вот к этой всей тусовке, почему-то вот из того, по крайней мере, что пока вот проскакивает в новостях, почему-то не пострадал. Почему-то вот именно государственные эти все кошельки, толстые кошельки, они почему-то вдруг оказались вне поля зрения мародеров. Хотя вы понимаете, что если мародеры выходят, они просто грабят все подряд. Ну, может, они не трогают книжные магазины, это другой вопрос, но все остальные магазины в поле, скажем, их внимания, да, а здесь какой-то очень странный выбор по мародерству. Поэтому я думаю, что это все сделано, собственно, мародерство было организовано примерно так же, как оно было организовано в Беларуси. Силами МВД, силами ГУБОПа, силами боевиков, переодетых в гражданскую одежду. Дальше. Очень важный вопрос, который сегодня задают люди. Это то, что вот мы протестовали мирно, поэтому у нас там нет погибших, а в Казахстане погибшие есть. Друзья, я бы хотела напомнить список, я, наверное, уже даже не буду зачитывать, но тем не менее, список людей, которые погибли, мирных граждан Беларуси, которые погибли во время протестов, начиная от Райковского и Романа Бондаренко и заканчивая Дмитрием Усхоповым и Дмитрием Дудойцем буквально вот в последние дни. Эти все жертвы, к сожалению, есть, они продолжаются, и они просто растянуты во времени. Кроме этого, мы не знаем до конца, сколько жертв было в августе 2020 года. Эта информация скрыта, как умеют запугивать родственников, к сожалению, мы все с вами прекрасно знаем. Поэтому, повторю, не имеет значения наши попытки быть слишком хорошими, слишком мирными, там, слишком понимающими, какими-то еще, потому что для другой страны это значение не имеет. Имеет значение, ты просто ответил, ты защищаешься или не защищаешься. Да? Если не защищаешься, то агрессия, к сожалению, и это опыт в Беларуси в том числе, агрессия идет еще больше. Опять-таки, повторю довольно плохую статистику. Да? Если мы говорим про изнасилование, то более 60% жертв изнасилования вообще не сопротивлялись. Да? И это как раз приводило к тому, что в отношении их насилия было еще больше, и в отношении их как раз были в том числе там и летальные исходы. Те жертвы, которые сразу находили в себе силы сопротивляться, там, дать насильнику сумкой по голове, там, начать кричать там, и так далее, они больше имели шансов спастись и каким-то образом вот избежать этой ситуации. Поэтому я понимаю, что это все очень неприятно. Я, например, тоже себя чувствую тут странно, потому что я правозащитница, я всю жизнь была таким мирным человеком, да, я себе вообще не представляла, что там мне придется какие-то действия предпринимать для защиты себя или защиты своей страны, да, но тем не менее, к сожалению, жизнь такая, что некоторые принципы или там некоторые позиции, на которых мы стоим, они не работают. И выбор, например, согласиться, чтобы тебя убили, только показать, что ты настолько мирный, а кому ты покажешь? Может быть, все-таки стоит остановить преступников вместе, да, и прекратить вот эту вакханалию, которая тут творится в Беларуси, и не только в Беларуси, да. Значит, следующий очень важный момент, то, что меня очень огорчило, это, конечно, позиция Пашиняна, президента Армении, который сам, собственно, пришел к власти в результате протестов, и он так здесь сыграл вот роль такого мальчика для битья, да, который там первый начал требовать вводить войска в Казахстан и так далее, и так далее. И, к сожалению, на сегодняшний день надо сказать, что в Казахстане случилось то, чего мы все боялись в августе 2020 года. Потому что белорусы, в принципе, не могу сказать, что мы такие уж совсем мирная нация, да, но были некие страхи, если мы уже оглядываемся назад, да, некие страхи, в том числе, почему люди боялись действовать более решительно. В первую очередь это был страх, что Россия немедленно сразу же ведет войска. И, как мы видим на примере Казахстана, это и случилось. И что особенно большой позор, то, что белорусские граждане
из Витебска и 103-й воздушно-десантной бригады принимают в этом участие. На сегодняшний день Лукашенко их отправил в Казахстан. И мы видим, что Лукашенко в очередной раз соврал, потому что то, что Лукашенко повторял на протяжении этих 27 лет много раз, это то, что белорусы никогда не будут принимать участие в чужих военных операциях. Как мы видим, он придумал это все, он опять в очередной раз обманул, но у нас, наверное, иллюзий нет, что крепкий орешек в принципе не способен говорить правду вообще, он патологический лжец, и в том числе, если он что-то говорит, это нужно просто переворачивать наоборот. Да? Вот если Лукашенко сказал, что белорусы не будут принимать участие в чужих военных операциях, можно стопроцентной уверенностью говорить, что, конечно же, будут, и будут потому, что Лукашенко их туда пошлет. Да? Поэтому, к сожалению, это вот позор. С моей точки зрения, что белорусы полетели туда и принимают участие в разгоне мирных, ненасильственных демонстраций казахского народа. И я хочу подчеркнуть, что все, что мы видим сегодня, или, по крайней мере, проскакивает в новостях, все равно показывает, что казахский протест пока еще не насильственный. Это все в рамках концепции ненасильственного протеста, в том числе и баррикады, и захват административных зданий, и многое-многое другое, но тем не менее. Поэтому что я хочу сказать? Вы знаете, история повторяется, к сожалению, да, если не сделаны какие-то определенные выводы. Только первый раз она повторяется в виде трагедии, а второй раз кто-то говорит, что повторяется в виде фарса, но на самом деле повторяется в виде трагикомедии. И мне сегодня очень больно, потому что Витебск, как вы помните, был тем именно городом, и витебчане были первые, и кто очень серьезно пострадал от войны в Афганистане. Вы знаете, я вот сегодня бы хотела посмотреть в лица вот этих вот всех ебатик, да, которые с пеной у рта доказывали, что там Лукашенко хороший, но не так уж он и плох, что вы тут, не знаю, там мутите воду, вам там Америка какая-нибудь платит, или там еще вот что-то в этом же стиле, да. Ебатьки, вы вот сегодня довольны? Сегодня белорусские парни полетели воевать на чужую землю. В Афганистане была не наша война. Но, тем не менее, там погибло около 1000 белорусских парней. И около 15 тысяч получили серьезные ранения. Витебск был первым, кто вошел в Афганистан, и последним, кто его покинул. Это наша боль. Боль, которая до сих пор очень сильно болит. Вот эта рана, которая есть. Я почему знаю проблему афганцев и семей, тех парней, которые принимали участие в Афганистане. Я в Витебске была депутатом Витебского городского совета, и в том числе у меня в округе было много семей тех, кто принимал участие в войне в Афганистане. Вы знаете, это очень больно, когда твоего родного, близкого, твоего сына, твоего мужа привозят домой в цинковом гробу. Причем не с твоей войны. В Афганистане вот в чем смысл этой войны, которая была? Что там кто-то привез себе там джинсы или магнитофоны? В чем тут вообще какой-то смысл был для Беларуси? Почему мы вообще там находились? Да? И вот сегодня опять мы не сделали определенных выводов с того, что происходило. Белорусы не должны, я категорически против участия белорусских солдат в любых чужих военных операциях, неважно, кто эти операции проводит. И сегодня это вопрос времени, что белорусские парни полетят назад в цинковых гробах. У нас ситуация повторяется, понимаете? У нас ситуация повторяется, только она тогда была в Афганистане, сейчас она в Казахстане, но это вопрос времени. И это болит. Для меня, как человека из Витебска, это болит много лет. И сегодня вот я просто такое стойкое чувство дежавю такого, знаете, когда я просто смотрю, и опять витебчан кидают бросают вот в этот просто бойню чужой войны. За что эти парни должны умирать? За чужие золотые унитазы? Это вообще не их война. Пусть казахи разбираются между собой. Казахи вышли, потому что им вот так вот уже достала эта нищета.
это бесправие. Посмотрите, там очень много молодых парней на улицах. Почему? Потому что это неустроенные люди, у которых просто нет перспектив в жизни. Если мы, например, просто хотим, чтобы не было волнений, нам нужно создавать механизмы, как какие-то группы, которые недовольны чем-то, могут показать любым путем, вот нормальным путем, что они недовольны. И как этот вопрос может решаться? Но как он может решаться в Казахстане? Как он может решаться в Беларуси? Как он может решаться в России? Вот я недовольна, например, как учитель, зарплатой учителя. Как я могу на это повлиять? Как я могу показать это? А никак. Понимаете, нет механизмов показать, что я недовольна, что я хочу больше зарплаты, как учитель, да. Или если человек, например, в колхозе, да, работает, это там вообще отдельная песня, что происходит с белорусскими колхозами, да. Как вот этот человек в колхозе может показать? Что ему остается, кроме того, что брать вилы и куда-то идти? Если у него зарплата, он даже не может себе, как сказать, купить билет нормально на автобус и приехать в этот самый Минск, потому что у него просто денег нет. У него все, что остается, да, вот так вот идти и что-то делать. И здесь вот это народное отчаяние, народный гнев и право народа на борьбу с тиранией и угнетением, когда исчерпаны все другие методы, это просто базовое право любого народа. У нас в Беларуси нет методов, каким другим образом мы сможем сменить Лукашенко. Ну, объективно. Выборы даже 2020 года, а до этого многие другие выборы показали, что механизмов смены Лукашенко нет. Он не собирается уходить. Он цепился своими рогами, копытами, там, синеющими пальцами, всем чем угодно, да, во власть, и он уже себя не отделяет от этой самой власти. И поэтому понятно, что он готов там что угодно. Для него люди – это мясо, для него люди – это расходный материал. Поэтому, естественно, для него, чтобы подлизаться к Путину, он готов кинуть туда, конечно, и не только витебских парней, но и вообще там полбеларуси, понимаете, уничтожить. И, к сожалению, ну вот ситуация такая. Вы знаете, я много говорю про ситуации с домашним насилием или там с преступлениями и так далее, и так далее. С преступниками диалог не ведут, понимаете? С людьми, которые пришли у вас украсть кошелек или отнять вашу жизнь, не ведут переговоры. И это очень сложно понять. Нам хочется верить, что на той стороне есть что-то человеческое. Нет там ничего человеческого. Это сложно, это тяжело, потому что мы всегда, конечно, судим по себе. И, конечно, мы хотим думать лучше про тех людей, но так ситуация такая, какая есть. Вы знаете, у меня была одна история, когда одна наша правозащитница сидела в тюрьме с одной женщиной, 69 лет. Эта женщина, собственно, сидела в тюрьме за убийство своего мужа. Она была замужем 50 лет, она вышла замуж 19 лет, и все эти 50 лет муж над ней издевался. У нее там были поломаны ребра, у нее был проломлен череп, у нее там пальцы на руках он там отрубил ей. Ну, то есть все, что угодно, да. И все 50 лет эта женщина ждала помощи. Она обращалась в милицию, она там пыталась как-то влиять, она еще что-то делала, да. И вот как раз в конце концов, когда уже ситуация стала складываться так, что он ее просто стал убивать, она это поняла, она стала защищаться, и она его убила, да. И она сказала вот нашей правозащитнице только вот такую фразу, конечно, они там вместе сидели в камере, и она сказала, знаешь, дочка, я вот очень жалею, что я не начала этот процесс 50 лет назад. Потому что если бы я убила его в 19 лет, я бы вышла из тюрьмы там в 26, и у меня была бы впереди целая жизнь, да, а сейчас ей 69. И вот она сидит, ну, сколько бы она ни получила, для нее это, в принципе, смертный приговор. Потому что понятно, что с тюрьмы она уже не выйдет. И я бы хотела напомнить, что большинство женщин, которые сидят в Беларуси сегодня за убийство, это женщины, которые защищались, как раз это все самооборона. И мы должны пересматривать законы по самообороне, по защите, и в том числе по защите в ситуации, когда человек нападает на нас с целью убить. Это очень важно, потому что у человека должно быть право защищаться. Но, повторю, ребята,
не надо в голове придумывать себе барьеры. Вот когда начинаются какие-то такие действия, вот придумывать, что у нас там, как это сказать, есть законы, мы тут действуем по закону, та сторона по закону действовать не будет. И мы это видим, что происходит. Та сторона пришла нас убивать, та сторона пришла нас уничтожать, ну или, как говорит Губоп, ликвидировать. И это надо помнить и держать в голове, хотя я понимаю, мы мирные люди, нам очень тяжело вообще перестраиваться. Что будет происходить в Казахстане, да, сейчас, в ближайшие дни, и что мы ожидаем? Ну, во-первых, и самое главное, вы знаете, здесь вопрос такой. Мы можем, конечно, себе сказать о том, что вот лучше так, но зато Россия не ввела войска. А скажите мне, а какая разница вот сейчас? Вот во время референдума российские войска будут в Беларуси. Это ни много ни мало через месяц, да, даже быстрее. Они будут, и они будут точно так же присутствовать, как они присутствуют сегодня в Казахстане. И от того, что мы пытаемся быть хорошими девочками, мы пытаемся как-то думать, что мы можем договориться с Россией, или мы можем показать, какие же мы хорошие, какие же мы пушистые, и вообще мы такие вот все няшки, это на самом деле ничего не меняет. Путин, будем говорить прямо, это он ввел войска в Казахстан, потому что он хотел ввести войска в Казахстан, а не потому, что там бедные казахи вышли протестовать по поводу повышения цены там, на газ или на что-то еще. Точно так же Путин сегодня хочет аннексировать Беларусь не потому, что Беларусь какая-то неправильная, не такая и так далее. Он это делает, потому что он хочет это делать. И оценка должна быть очень однозначной, потому что от того, как мы формулируем проблему, зависит, найдем ли мы быстрое и эффективное решение этой самой проблемы. Вот на сегодняшний день то, что происходит в Казахстане, происходит военная интервенция и оккупация Казахстана. И вопрос в Беларуси, это произойдет или нет? Да, это произойдет. Путин попытается забрать Беларусь. Здесь только вопрос в том, будем ли мы этому сопротивляться и выгоним ли мы его, и сможем ли мы отбиться, или мы это стерпим и откажемся, собственно, от возможности иметь независимую демократическую страну. В этом только разница. От того, что мы там какие-то решения откладываем, эти проблемы не исчезают. Понимаете, эти проблемы не растворяются, а скорее они еще больше их загоняют вглубь, да, и потом решать их нужно более решительно и более радикально, чем, например, там, это бы решалось несколько лет назад. Я хочу напомнить, что в 2001 году, мало кто, может быть, это знает, но мы штурмовали административные здания. Вот я была той, кто входил в Дворец профсоюзов 9 сентября 2001 года, ночь после президентских выборов. Мы выбивали двери, и мы входили внутрь. И мы там были ночь. Собственно, почему ночь? Потому что было понятно, что белорусский народ нас не поддержал, и уже там смысла оставаться не было, да. И точно так же были там по периметру там сотрудники милиции стояли там в этих каких-то плащах, не знаю там зачем, там против дождя или чего-то, да. И точно так вот много там чего происходило, но тем не менее. В 2001 году снять Лукашенко было намного проще. Я могу сказать, что за штурм административного здания и за то, что мы его заняли в 2001 году, никому ничего не было, потому что Лукашенко в тот момент был слаб. Но мы, к сожалению, вот всем народам дали ему возможность укрепиться, потому что каждый думал, да нафига мне там туда лезть, да там это политика, какое-то грязное дело, да не хочу в этом участвовать, там и так далее, и так далее. Но это незабываемое чувство. Знаете, когда ты просто входишь в здание, в которое ты имеешь право войти, потому что это здание принадлежит народу Беларуси, а ты и есть народ. Понимаете, это офигенное чувство. И так или иначе, я думаю, что эти чувства мы с вами еще не раз испытаем, потому что, да, революция 2020 не принесла того результата, что мы хотели, но дать Путину возможность
аннексировать Беларусь, мы эту возможность не дадим, и мы будем в любом случае сопротивляться настолько, насколько хватит сил. И по-другому просто быть не может. Поэтому мы видим сегодня, что Путин начал войну против всего цивилизованного мира. Он начал реванш по восстановлению Советского Союза. Он начал работу по восстановлению огромной империи. И мой вопрос к вам: хотите ли вы быть частью этой империи? Хотите ли вы быть внутри вот этого совка, который он пытается возродить, да, вот с этими людьми, там, с озаренками там, и прочими, да? Или мы все-таки хотим жить отдельно, в своей собственной квартире, да, в своей собственной стране, и мы не хотим сливаться там ни с кем, да? Мы хотим просто мирной, нормальной жизни. Я, например, этого очень хочу. Я хочу мирной, нормальной жизни, в демократической стране, где соблюдаются права человека, где можно переизбрать власть, и где очень многие другие вещи, которые сегодня в Беларуси недоступны, они происходят. И поэтому за это есть смысл бороться, потому что любая другая перспектива, она как-то очень мрачная и очень ненормальная. Но самое главное, опять-таки, я понимаю, что мы пытаемся найти какие-то там решения, оправдания и так далее. Чем быстрее мы себе скажем, что нам не получится договориться с Путиным по Беларуси, нам не получится договориться с Лукашенко, это даже и смысла не имеет, да, потому что цена вопроса – это мы теряем страну. И как только мы себе вот это вот в голову как-то положим, да, что дело белорусов и ответственность белорусов – это Беларусь, да, и только мы можем решать, не пытаться ждать там доброго дядюшку полицейского, как ждала эта женщина там 50 лет, да, не пытаться там ждать, пока, не знаю, там мудрый Путин созреет, там чего-то, какие-то переговоры провести. Нет. Заметьте, кстати, какая реакция была вот на все события в Казахстане. Никто из Евросоюза, например, не сказал, что ой-ой-ой, как это протестующие там сожгли какую-то машину полицейскую, да? Нет, наоборот, все сказали, ой, эскалация конфликта, там две стороны там в конфликте, обе стороны недовольны, давайте что-то делать, давайте что-то решать, да? Это к тому, что на самом деле, если белорусы будут более решительными в каких-то вещах, их на самом деле тоже никто не осудит, потому что все уже понимают, что у нас во власти кровавый тиран, и все прекрасно понимают, что по-другому он не понимает, кроме как тактильными, скажем, некоторыми убеждающими приемами. Поэтому, ну, понятно, что у нас другой путь, у казахов свой, путь к демократии и свободе у нас свой, в чем-то похожий, да. Мы видим, что у диктаторов одни и те же методички, что для нас дает, например, очень большую возможность, я бы сказала, потому что мы все-таки более свободны выбирать там свои стратегии и так далее. И при этом понятно, что у нас просто будет по-другому, чем в Казахстане. Но также понятно, что наша борьба к демократии и свободе невозможна без конфликта с Кремлем. Нам придется с Кремлем идти на конфликт. Хотим мы этого, не хотим мы этого, повторю, как бы мы себя ни вели, если мы пытаемся быть добрыми для Кремля, мы потеряем страну, потеряем демократию и потеряем независимость. Если мы себе говорим, что все посторонние лица, просьба покинуть помещение под названием Республика Беларусь, да, дядя Вова, ты тоже уходи, ты тут не нужен, то в любом случае мы должны понимать, что не все захотят это самое помещение покинуть. И, например, вот Кремль, он считает Беларусь уже своей зоной влияния, и понятно, что он не захочет так или иначе убираться. Ну, значит, надо как-то более активно убирать. И из Белорусского дома все, что там лишнее. Ну, что сделать? Нам нужна генеральная уборка, нам нужно наводить порядок всем народам. И повторю, чем быстрее мы себе эти все вещи скажем, осознаем и поймем, тем будет лучше на будущее. И здесь очень важный вопрос в том, что бы ни происходило в Казахстане, да, я уверена, например, что казахи уже не отступят.
Во-первых, есть пострадавшие, да, есть задержанные. И мы видим, что если народ ведет себя очень решительно и не пытается там отступать назад, то это приводит к тому, что и политзаключенных отпускают, как нам произошло это в одном из городов Казахстана, и администрация идет на контакты, многие другие вещи. Это, кстати, и мой опыт тоже, чтобы не говорили, что у казахов другой менталитет. У меня так получалось, что приходилось давить на чиновников Беларуси, да, приходилось нам проводить то, что называется кампания адвокаси, кампания по защите наших интересов. И я могу сказать, они, конечно, были, чиновники шли на диалог. Они шли на диалог, конечно, всегда в довольно странном численном перевесе, 1 к 15. То есть если я одна, то, значит, против меня там 15, как это сказать, госслужащих, но не суть важно. Здесь важен другой вопрос. Здесь важно, кто первый попросил о диалоге. Кто первый попросил о диалоге, тот и слабый. И вот для Лукашенко и его системы, я думаю, что и для Назарбаева, и для Путина, и для многих других, здесь очень важно, кто первый попросил про диалог. Обратите внимание, что в отличие от Беларуси, первыми про диалог заговорили в России и заговорили про то, что ой-ой-ой, ай-яй, надо там какой-то диалог. Да? Потом подумали, нет, мы сейчас всех тут войсками как бы уберем, и никаких диалогов нам не надо. Да? Но я думаю, что тем не менее казахи не отступят, и казахи продолжат сопротивление. Понятно, оно, может быть, не будет там на улицах еще как-то, но все, процесс пошел. И, кстати, хозяйке на заметку, Лукашенко в первую очередь, не надо ставить себе памятники при жизни. Плохая примета, видите? Эти памятники потом точно так же скидываются. Поэтому Лукашенко настроил 18 резиденций, я не знаю, там он, наверное, надеется все их себе сохранить, он не сохранит ни одну. И Майбахи там с Теслами он себе тоже не заберет. И тоже хозяйки на заметку, очень важный урок для белорусов на будущее. Да? Ребята, у нас, к счастью, для нас не так много аэропортов. Да? И вот нам придется их блокировать, чтобы Лукашенко не успел убежать вместе, во-первых, с картинами Марка Шагала и других известных художников, которые он, как мы знаем, украл и где-то прячет, ну и совсем другим имуществом, чтобы он тоже не успел убежать. Поэтому в любом случае для Беларуси ничего не закончено. Мы должны делать выводы из той ситуации, которая есть. Мы должны делать выводы и выносить определенные уроки из того опыта, что нам пришлось пережить, но из опыта, собственно, соседних стран тоже. И я думаю, что все равно, как бы то процесс ни шел, он идет. Впереди референдум. И думаю, что еще до референдума нам нужно ожидать много интересного. И нашему усатому таракану тоже нужно ожидать много интересных и неприятных для себя новостей. Поэтому мы в любом случае не сдаемся. Мы видим, как растет новая волна белорусской революции. И она, конечно, идет так медленно, но тем не менее. Знаете, когда какие-то вещи я там говорила год назад, например, люди не понимали. Люди не понимали, о чем идет речь, и даже не могли это воспринимать. Но, тем не менее, сейчас уже видно, что люди набрались опыта, люди очень много думали про то, что происходит в Беларуси. А сейчас, конечно, мы все следим за событиями в Казахстане и наблюдаем вот за всем, что происходит. И делают выводы. Причем делают правильные выводы. И я вижу, как растут новые лидеры, которые в определенный момент, конечно, должны выйти на сцену, и уже все будет по-другому. Мы учтем все ошибки, которые были сделаны до нас какими-то людьми, и мы учтем те ошибки, которые были сделаны в том числе нами. Я думаю, это очень важно, потому что, знаете, вот особенность всех белорусских протестов, а фактически каждый год там что-то происходило в Беларуси, да, там, по крайней мере, на моей памяти, там, с 99-го года практически каждый год была какая-то небольшая, но революция, да, но в отличие от нас усатый таракан учился на этих ситуациях и вырабатывал системы защиты, реакции и так далее, а белорусская оппозиция почему-то этого не делала. И это меня всегда удивляло, потому что, вы знаете, каждые президентские выборы, они начинались как будто вот кто-то пришел с такой тряпкой и у всех вытер воспоминания вообще. И все начинается заново.
без учета того, что было, без учета каких-то фатальных ошибок, которые были сделаны, да, без анализа ситуации, без вопросов, а что было сделано хорошо, что было сделано не так, что мы должны изменить, ничего этого не было. Вы знаете, президентские выборы, собственно, в той или иной ипостаси я же или наблюдала, или участвовала в разных ролях, да, и могу сказать, что это всегда очень странно выглядело. Потому что каждый раз выглядело так, что люди начинают эту кампанию просто с нулем какого-то политического опыта. И здесь получилось то же самое. Несмотря на то, что очень много людей с хорошим политическим опытом принимало участие в этой кампании, ну, ряд из них, конечно, как Николай Статкевич, были очень рано просто заблокированы и посажены в тюрьму для того, чтобы как раз они свой опыт не могли использовать, не могли им поделиться. Но, с другой стороны, при этом было очень много людей, которые принимали участие, да, с хорошим опытом, и в итоге это вот как будто вот кто-то этот опыт вытер, и они вот заново начинают на все тех же граблях танцевать. Мы этого больше уже не допустим, потому что уже понятно, что люди, которые новые лидеры, которые возглавят протест, это будут не анонимные телеграм-каналы, это будут конкретные люди, злые, да, с плохим настроением и с плохими мыслями по поводу Лукашенко, Карпенкова и прочих губопиков, но тем не менее это люди, которые настроены решительно. И я вижу, как вот лидеры начинают расти. Это здорово. Лидеры должны расти из народа, и должны быть частью народа, и должны быть выдвинуты народом. А не так, что там просто что-то сбоку появляется. Да? Поэтому я думаю, и хотела бы напомнить, что солидарность боролась тоже, польская солидарность, там не 1 год и не 2 года, гораздо больше, и тем не менее победили. Многие другие там примеры борьбы тоже есть. Я понимаю, как тяжело сегодня с учетом того, как безумствуют и боевики в стране, вообще что-то делать. Но, тем не менее, знаете, все равно у Лукашенко ничего не получится. Эпоха его прошла. И то, что он там мечется и кричит, любимого не отдают, я не отдам Казахстан. Кстати, я ожидаю от него еще заявления, что он тоже казах, и когда-нибудь там, не знаю, был казахом, как он там уже и тоже украинец, и тоже белорус, и тоже русский, еще там кто-то тоже, да, тем не менее, вот почему-то он забыл вспомнить, что он тоже казах, да, и тем не менее Лукашенко не зря так суетится, и он не зря пытается закинуть витебских солдат в Казахстан, потому что он чувствует угрозу в первую очередь себе. Тата, я понимаю, что мы должны, но как? Вы думаете, что в Беларуси сегодня кто-то готов идти под пули? Тата, я знаю, например, что как только в Беларуси начнется пижамная вечеринка и новый праздник непослушания, а он начнется, это вопрос времени. Может, он начнется не завтра, но тем не менее, да, это, повторю, это вопрос времени. Вот как только в Беларуси начнется пижамная вечеринка, вернутся бороться за Беларусь даже те, кто уехал. И поверьте, вот то, что Лукашенко всех пугает, 300 джипов поедет там через границу и так далее, но не знаю, как насчет джипов, не уверена, что белорусские беженцы и релоканты успеют обзавестись именно джипами, но что то, что назад поедут очень быстро тысячи активных, сильных, молодых мужчин и женщин бороться за Беларусь, я в этом не сомневаюсь ни минуты. Мало того, я думаю, что эти люди, которые будут возвращаться, не говоря про тех людей, которые внутри Беларуси, да, они уже будут совершенно без всяких иллюзий, наивности и вообще без всяких мыслей о том, что с другой стороной можно о чем-то договориться. Поэтому я, например, в этом уверена. Я точно не призываю это делать вот прямо сейчас, да, там говорить, давайте мы вот сейчас выйдем, тут это. Но определенные вещи требуют подготовки. Но то, что пижамная вечеринка в Беларуси будет, и то, что на этой вечеринке Лукашенко будет себя чувствовать очень плохо, это просто факт, который просто будет как завтра наступит утро, зайдет солнце. А почему это все будет? Почему будет пижамная вечеринка? Потому что сила ненависти людей очень велика. Да, ее можно заглушить страхом, но страх невозможно закручивать бесконечно. В какой-то момент наступает такое время, когда
когда уже не важно, когда уже невозможно бояться. Я знаю это по себе и знаю, что в какой-то момент вот даже угроза там пуль, что мы вас расстреляем или там что-то с вами сделаем, это не работает вообще, никак не работает. Это просто делает человека злее, но его это никак не останавливает. А тем более это не останавливает толпу или там группу людей, которая настроена определенным образом. Поэтому пижамная вечеринка точно будет. Это я точно, не знаю, могу ли обещать или просто констатирую как факт. Мы когда через какое-то время встретимся после этой вечеринки, да, вы мне потом скажете, что, Ольга, да, ты была права. Я тут вмешаюсь, прошу прощения за звуки вокруг, включил микрофон. Ольга говорит, пижамная вечеринка не для красного словца, а мы все-таки не хотим потерять нашу площадку для общения на Ютубе, и мы все прекрасно понимаем то, про что мы говорим, да, то есть просто мы не все слова можем говорить как-то просто чтобы не звучало как призыв, но просто потому что мы не готовы в данный момент вдруг остаться без связи с вами, как мы потом будем с вами говорить, и как вы будете знать, что происходит. Поэтому... Ну, в любом случае, мы внимательно следим за событиями в Казахстане. Мы желаем сил и энергии казахскому народу в борьбе против оккупации и интервенции. Это очень важно. И мы смотрим на то, что мы можем и должны сделать в этой ситуации. Повторю, у нас борьба входит в новое русло. Это борьба за независимость страны. Не только борьба с Лукашенко, но и борьба за независимость страны, и нам придется за это бороться. Значит, сегодня еще пришли некоторые вопросы, я бы хотела их как раз посмотреть и зачитать некоторые, конечно, на них ответить, если смогу, да? Значит, тут озаренок улетел в Казахстан. Ну, как мы обычно в таких ситуациях говорим, белорусский народ надеется на лучшее, да? Есть политический анекдот, кто не знает, может погуглить, да? Значит, Джумаш Асаналиев в Казахстане мародерство организовали на опыте Беларуси. Да, я про это уже говорила и повторю. Карпенков – это глава ГУБОПИКа на тот момент, а на сегодняшний день он заместитель министра внутренних дел, ну, так называемый, конечно, заместитель так называемого министерства, а по факту один из главных боевиков Лукашенко. Именно он организовывал так называемое мародерство в Беларуси. Я уверена, что по этому же опыту организовано мародерство в Казахстане. Ну, вот просто по этому же опыту было организовано мародерство и в Эстонии, когда начали отлавливать там тоже определенных людей во время волнений. Оказалось, скажем, что это такие определенные люди, да. Поэтому, значит, Инна тут спрашивает: Ольга, как думаешь, зачем в Казахстан отправили миротворческие силы ДКБ? Ну, понятно, зачем отправили. Путин хочет восстановить империю. Вы знаете, это вот все, что делает Кремль сегодня, мне это напоминает, к сожалению. Знаете, у нас, я про это много раз говорю, у нас новости стали похожи на политические анекдоты. И я, когда в ТикТок рассказала анекдот, про то, что Лукашенко хочет внести изменения в Конституцию и там записать, что президентом Республики Беларусь может быть только лицо, имеющее опыт президентства Республики Беларусь не менее 25 лет, на самом деле, понятно, что это анекдот, да, но на самом деле, во-первых, люди это восприняли как то, что он действительно так хочет, ну, то есть уже для них вот никто ничему не удивляется, даже самым абсурдным вещам. А во-вторых, я бы хотела напомнить опыт нашего дома. Мы пытались зарегистрировать нашу газету в Беларуси, она так и называлась «Наш дом», и Министерство информации нам отказало
по смешной причине, которая опять звучит как анекдот, что мы не можем зарегистрировать вашу газету, потому что у вас редактор не имеет 5 лет стажа работы редактором газеты Республики Беларусь. Знаете, вот казалось бы, вот люди себе пишут формулировки с политических анекдотов, а это не анекдот. Мы судились с Министерством информации, и суд, так называемый, опять-таки, не увидел никакого противоречия. А теперь представьте, что все редактора всех газет, ну, я желаю, конечно, всем здоровья и счастья, да, неожиданно умрут или уйдут на пенсию, или заболеют. Вот кто, по мнению вот этих теток с начесом из Министерства информации, может сменить этих редакторов? Да никто. У них же нет необходимого опыта редакторства не менее 5 лет вот в Республике Беларусь. Понимаете, ну вот люди вот какие-то вещи пишут или там заявляют, но при этом это вот выглядит как какой-то вот странный анекдот, да? И вот то, что делает Путин сегодня на постсоветском пространстве, к сожалению, мне это тоже напоминает печально известный анекдот про то, что собираются чиновники, да, и говорят, ну вот, наконец-то пришло время подумать о людях. Да, и там встает второй чиновник, говорит, ну, Владимир Владимирович, правильно вы говорите, пришло время наконец-таки подумать о людях, ну, по 100 душ, в принципе, я думаю, нам всем пока хватит, да. Ну вот тут примерно то же самое. У них есть идея фикс. Идея фикс восстановить большую империю, в которой они жили по определенным правилам, и которая им нравилась, потому что они были той самой группы людей, привилегированной группы людей, а мы все остальные были, вот, получается, людьми второго сорта, да. Наша задача, чтобы в Беларуси не было людей второго сорта, чтобы не было людей, обладающих какими-то специальными привилегиями, только потому что они так решили, или они там более криминальные, или там более агрессивные, или там какие-то еще. Мы как раз вот... Странно, но вот факт, мы опять возвращаемся к той борьбе, которую уже Беларусь проходила 100 лет назад, но, очевидно, как-то не туда мы пришли в итоге этой борьбы, да. Поэтому Путин хочет восстановить империю. И вот эти войска ОДКБ, во-первых, это для того, чтобы подавить протесты, взять Казахстан под контроль. И понятно, что из Токаева, либо там кто бы то ни был на месте Токаева, сделать марионетку Кремля, которая будет там полностью выполнять его приказы. Ну и, соответственно, не дать Казахстану и казахскому народу развиваться так, как они считают нужным. И, как вы видите, вот особенность Кремля, она меня всегда так удивляла, и они считают, что если людям дать право на самоопределение и дать право выбирать, то Россию они не выберут никогда. Вы знаете, это такой абсурд вообще на самом деле, потому что я считаю, что если вы думаете, что вы такие хорошие, вы такие привлекательные для нас, то почему вы ожидаете, что при любой удобной возможности белорусы сбегут или там казахи сбегут с чемоданом в руках, да? А здесь получается, что как раз у них иллюзий нет. И они прекрасно понимают, что та империя, которую они хотят построить, она нам не понравится. И я думаю, что им в этой ситуации нужно верить, что они знают гораздо больше то, что они хотят построить, и у них гораздо больше информации, поэтому нам туда точно не надо. И естественно, что в этой ситуации еще также одна из причин – это то, что Путин хочет заморать всех остальных. Вы заметьте, как Лукашенко грамотно делал с силовиками. Он же специально замарывал каждого. Или вот он пытается делать с чиновниками, да? Он пытается заморать каждого в дерьме именно для того, чтобы потом эти люди не могли никуда убежать. Вы же понимаете, что вот сейчас в исполкомах, в силовых ведомствах везде находятся люди, на которых у Лукашенко просто тонны компромата. И это сделано специально. Потому что если у человека на него нет компромата, как ты им будешь управлять? Он скажет, да мне не нравится, что у меня в городе убивают людей, сотрудники милиции. Мне вообще не нравится, что тут происходит, да? И ему рот не заткнешь. А когда есть компромат, вот этими людьми легко управлять, и легко приказывать, и легко что-то делать. Поэтому Лукашенко, он не просто, например, силовиков заставлял что-то делать. Он специально их заставлял делать такие грязные вещи. Тех, кто соглашался, он их специально заморол, потому что на сегодняшний день эти силовики ему уже никуда не откажут.
Он их отправит там на Донбасс, окей, поехали на Донбасс. Он их отправит там помирать, там подыхать, я даже скажу, там под пулями в Казахстане, окей, без проблем, да. То есть они не могут отказать. Потому что они сломанные, потому что они замараны. Путин делает то же самое. Только, конечно, ему там какой-то ментенок там из Речицы или там с Бешенкович ему, конечно, не так важен, а ему важно заморать всех партнеров по ОДКБ в этой самой крови мирного народа. Причем не так уж важно какого. Там белорусского, казахского, там еще какого-то, там украинского, пофигу, да? Здесь важно то, что люди, которые уже заморались, они будут держаться около Путина, они уже никуда не денутся. Поэтому, естественно, он и именно поэтому Путин так убеждал Пашиняна тоже замораться вот в этих всех делах. И в этом плане я хочу сказать, что Киргизстан огромные молодцы, потому что они отказались вводить войска, и они сказали, нет, никаких войск там не будет, мы никого туда не поведем, и это здорово. Это здорово, что люди сказали, нет, у нас есть честь, достоинство, и, пожалуйста, мы тут не участвуем. Да? Поэтому я думаю, что вот все, что происходит и почему вводят войска, понятно почему. Значит, Алекс пишет: Ольга, добрый вечер, рад вас видеть. Скоро в Беларуси будет вторая волна, страшная и кровавая. Россию ждет революция, тоже кровавая. Я видел это в видениях. Но я не знаю, видели, там насчет видения мне сложно говорить, но я точно знаю, что люди не могут жить долго в таком беспределе, потому что в какой-то момент это просто надоедает, приедается, и Лукашенко, он зажигает мосты себе, да, он такой типаж, я тоже это много раз говорила, он суицидник. Только наша проблема в том, что этот вот придурок, он еще не просто суицидник, он расшаренный суицидник. То есть он хочет совершить такой суицид, максимально забрав с собой огромное количество людей. Если он там прихватывает всех Лукашенко, Карпенковых, там, Шейманов и так далее, да пожалуйста. Но его проблема, что ему хочется совершить суицид вместе со страной. А мы этого не хотим, потому что мы не хотим с ним. Как говорится, уваливай свой ад и не тяни нас с собой. У нас тут много прекрасных дел, и нам еще после тебя порядок наводить. Поэтому действительно я уверена в том, что пижамная вечеринка в Беларуси будет. И я также уверена в том, что во время новой волны революции придут уже другие лидеры, честные, нацеленные на защиту независимости Белоруссии, и которые будут очень четко знать, что делать. И это будут люди, повторю, не анонимные телеграм-каналы, а люди с очень конкретными именами. Я считаю, это правильно, кстати, потому что когда есть конкретные имена, есть определенная ответственность за то, что человек делает, да, особенно делает в публичной сфере. И поэтому, конечно же, лидеры должны быть реальные люди, они должны быть живые люди, и это не могут быть просто некие ники. Потому что ник сегодня есть, завтра нет, и непонятно, кто за этим ником. За этим ником сидит реальный человек, сидит кто-то там из Кремля, да, там какой-то бот, сидит какой-то губопик или кто-то еще. Нет, нам нужны нормальные живые люди, и в том числе, которые очень хорошо понимают, что делать. Еще хотел сказать... Тут еще пишут вот вопрос, где были гэтые висепчане, калі наших гвалцілі на Крыстина, калі наших бабуль заливали газом, а детей глушили гранатами. Зрадники, гэтых не шкода. Вы знаете, я хочу сказать, что есть определенная, что ли, карма или там определенная, вот возвратка, да, которая прилетает. Вы же понимаете, что те, кто сегодня полетят воевать в другие страны, это, по сути, и батьки. Это люди, которые поддерживали систему Лукашенко и все 2 года боролись за то, чтобы Лукашенко удержался у власти. Это очень важно, потому что там мой сын не полетит, там сыновья протестующих тоже не полетят, да, их просто туда не отправят. Тех, кто в оппозиции, тоже не отправят, потому что понятно, что он там просто не будет там не выполнять приказы, сбежит куда-нибудь, да, лови его потом еще по Казахстану, там по всему и так далее. Полетят, конечно, убежденные ебатьки. И вот то, что Лукашенко перешел черту, раньше он берег.
ебатик, и он пытался как-то защищать их и каким-то образом оберегать. То, что он сейчас начинает ими вот топить печку, да, и начинает кидать их там в Казахстан, там еще куда-то, да, это говорит про то, что у него на самом деле остается не так много, ну, его поле для маневра, оно тоже начинает сжиматься. Потому что Лукашенко, ну, понятно, что как только первые ебатьки прилетят домой в цинковых гробах, популярность Лукашенко среди ебатик начнет как-то тоже очень сильно уменьшаться. Потому что в любом случае, какой бы ни было... Ну, я встречала женщин, которые готовы были пожертвовать своим ребенком ради любимого Лукашеночки и готовы были, ну, погибнуть там ради того, чтобы Лукашенко остался у власти. Но таких на самом деле очень мало. Их там на всю Беларусь может там человек 20, да, и, как правило, это люди там с психическими отклонениями или там алкозависимые и так далее, и так далее. То есть это, скажем, не то большинство, которое есть, даже среди ебатик. И понятно, что вот на сегодняшний день Лукашенко, то, что он сделал, это он нанес удар как раз по своей ебатьковской аудитории. Потому что, повторю, туда полетят ебатьки в Казахстан, точнее, уже полетели, они уже там. Туда не полетят люди, которые относятся плохо к Александру Лукашенко, которые к нему в оппозиции. И сейчас мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Да? Человек, который активно борется за свои права, он все равно в какой-то степени, как бы странно это ни звучало, находится все равно в лучшем положении, чем человек, который думает, да поддержу Лукашенко, да меня это не касается, да моя хата с краю, да, потому что все равно система к этим людям приходит. Только она приходит к ним уже в таком странном варианте, там, в виде 328 статьи, либо в виде статьи якобы за экономические преступления, отжатие бизнеса, вот, отправить там сына воевать в Казахстан или там еще что-то, тем не менее, да. И вот это вот это как раз происходит с теми, кто думал, что он может отсидеться, и система к нему не придет, пусть вот эти вот там протестующие там чего-то делают, а мне так хорошо, да? Вот так хорошо не будет. И Лукашенко сегодня вот кинул свой стратегический запас ебатик, ну и посмотрим, сколько из них вернется домой живыми. Я не злорадствую, кстати, не считаю, я считаю эту операцию позором для белорусского народа, и вообще участие белорусских солдат в этой так называемой операции. Но, тем не менее, мне приятно, что там не будет наших сторонников, и там не будет людей, которые поддерживают нас и при этом пострадают и вернутся домой либо инвалидами, либо вообще как теми, кого называют там груз-200, да? Я теперь все-таки скажу, пока ты ищешь. У нас через какое-то время сегодня выйдет после стрима еще обращение Ольги. И, пожалуйста, поддержите его своим просмотром. Просто не ложитесь спать, если можно, потому что завтра уже будет поздно. И это будет в ближайший час. Вот. А этот стрим мы, наверное, уже должны завершить, чтобы те люди, Да. которые его не смотрели, посмотрели, потому что нас обычно говорят, что у нас все очень долго, и человек, который не успел, на утро говорит, целый час не буду смотреть. Тут просят вместо России в политических вопросах употребляйте, пожалуйста, Кремль. Да, я это учту, спасибо за замечание. Я буду говорить Кремль, потому что действительно русский народ страдает так же, как и белорусский. И мы видим, какие идут репрессии в отношении россиян, которые борются за свою свободу и за права человека. Я это учту, спасибо, что вы это написали. Ольга, ваше мнение, отменит Таракан референдум или нет? Если нет, то ваше предложение по тактике. Я предлагаю пока подождать с этим вопросом и именно посмотреть на то, как будут сейчас в ближайшую неделю развиваться события, и после этого уже выходить с конкретными предложениями по тактике и решать, что делать. Вот, так что на сегодняшний день мы будем потихоньку с вами прощаться. Как Слава сказал, через час выходит видео, я считаю, оно очень важное, поэтому, пожалуйста, посмотрите его тоже, потому что я думаю, что должен быть кто-то, кто скажет очень четко и ясно позицию по участию белорусских солдат в этой позорной операции ОДКБ, и очень важно, чтобы эта позиция распространилась.
Я хочу, чтобы казахи, не только казахи, не ассоциировали Лукашенко с белорусским народом, потому что мы думаем по-другому. Мы думаем не так, и мы поддерживаем людей в борьбе за права и за свободу от угнетения и от тирании. Поэтому ставим лайки, движемся дальше, не сдаемся и до победы. Живи Беларусь!